Около года назад волонтеры Якутии объединились для помощи ребятам, кто находится на спецоперации. И сегодня эта команда добровольцев, которая активно работает по сей день. И, конечно, их вклад вообще в помощь нашим ребятам, она огромна. И рядом со мной находится человек, который находился у истоков формирования этого небольшого такого сообщества, да, изначально. Знакомьтесь, это Ольга Витальевна. Ольга Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте вспомним вообще, с чего все началось. У вас очень интересная история, и для многих, наверное, женщин, да, матерей, для многих вообще жителей республики ваша история – это такой некий пример. Ну да. Ну как началось? Сын у меня ушел в армию, он заключил контракт. Будем говорить, что в 22 году контракт должен был закончиться. Вот. И он попал на спецоперацию, то есть по приказу он ушел. Мы, конечно, ничего не знали, потому что настоящие мужчины никогда не рассказывают ничего. То есть это была просто командировка. Вот. И мы, то есть всей семьей мы узнали все с новостей. И тогда я поняла, что ну, что-то не так, и мой сын не выходит на связь. Самое, конечно, ужасное это было с 24 февраля по 1 марта, потому что мы не спали с семьей. Если спали, это был телефон. Но еще, знаете, помимо этого, у меня дочь ждала 3-го ребенка, и вот-вот должна была родить. И вот, ну, как бы вот эти все переживания легли на нашу большую семью. И только 1 марта мне позвонили, предыстория какая. То есть предприниматели с Украины, так как я предприниматель, мы учились, мы знали, да, и началось в интернете именно с Украины, прям писали. Не все знали, что мой сын где-то задействован, просто он был в армии. И прям начались такие, вот утром просыпаешься, а там, ну прям вот, вы не ожидали от людей, с которыми вы учились много лет, там, да, поздравляли друг друга с рождением детей, там, с какими-то премиями, началась агрессия. Прям люди поменялись. И когда 1 марта мамочка моего, ну, сына друг, который тоже ушел с ним в армию, мамочка позвонила и сказала: ты знаешь, мне позвонили, сказали, с сыном все хорошо. Я такая, а вдруг это Украина? Ну, то есть мы до такой степени все это боялись. Не верили, да, никак? Да. И я помню, что я попросила ее, написала на листочке, вот так вот прям в офисе сидела номер, сидела, смотрела на этот номер и ждала, когда мне позвонят. Мне позвонили ровно через 3 часа. И девушка, такой милый молодой голос, ее зовут Машенька, мы по сей день общаемся. Позвонила, такая: здравствуйте, Ольга Витальевна. Я говорю: да. Ваш сын Шерстяников Кирилл Владимирович, жив-здоров, все хорошо, не переживайте. Я такая говорю: откуда вы знаете мой номер? То есть я начала допрос. Опять же, да, из недоверия Да, конечно, ну, просто это было очень стрессово, страшно, да, доверять сейчас кому-то. И я, конечно, очень сильно заплакала, я прям зарыдала. И она такая тоже заплакала и говорит: вы не плачьте, мой же муж тоже там. И было предложение: вы не хотите вступить в нашу группу ту, в том городе, там жены и мамы военных, как бы, ну, в этой группе. Это для меня была честь. Представляете, в группу военных мам. Но необходимо отметить, где служил ваш сын? Владивосток. Во Владивостоке. Это морпехи. Сразу говорю, что это и сейчас самые сильные, это первая линия. Вся нагрузка идет вот на морпехов. То есть для нас это вообще гордость была. Все, значит, вот так вы попали вот в это практически волонтерское движение, но только тогда это был Владивосток, Это да? был Владивосток, потому что ребята были первые там, и как бы именно в этой группе мы могли узнать не где они, потому что все закрыто, а что требуется. Так мы узнали про посылки, как эти посылки во Владивостоке. Вы знаете, посылки были вот такие небольшие, надо было с обувную коробочку. И то есть что туда надо было. И каждый раз, знаете, новости — это переговоры, жизнь такая была, новости, переговоры, приходишь на работу, делаешь, но все время смотришь, что и фотография сына, прям вот у меня эта фотография такая была большая, я на нее смотрела все время. Ну вот, и как бы вот так и началось. То есть посылки какие? Носки, там обязательно сгущенка, независимо сначала кому. Мы просто знали все, что именно в этой части, ну, вот эти продукты, ну, попадут туда ребята. Вот так мы как бы стали все узнавать. Испытано на себе.
Итак, мы сегодня решили немножечко внести и свою лепту, да, и, собственно, проделать тот путь, который вы, наверное, делаете практически ежедневно, да? Ну, наверное, не одна, а с помощью, конечно, Ну, тут добровольцев, мои, да? добровольцы и сотрудники помогают мне. Тут у меня как бы в сотрудниках тоже задействованы сыновья и мужья, и у меня ребята, кто работал на складе, они тоже сейчас там, Все, да, да? Мгм. да, из-за этого как бы это наше общее дело. Дело. Так, значит, вы отправляете, как вы сказали, сухпайки в основном Да, организовываете, сухпайки, да. То есть отправить вот так пачку печенья и Ну, пачку чая? это тяжело, потому что они передвигаются, да. Это когда партиями мы отправляем. Ребята, которые едут в дорогу, ну, для них это тяжело, потому что, смотрите, они сетки везут, спальные мешки там, то все, это будет тяжело. А именно перекус какой-то такой, да, быстрый, вот им обязательно. Мария очень такое печенье, да, вообще это детское печенье для детей, вот у меня внучке годик, она у меня его очень любит. Да, и вот сухпайок ребятам, и, ну, как бы не сильно сладко, жажды как таковой не будет. Вот на человека мы рассчитали так 20 штук. 20 штук. Да, вот берем пакетик и по 20 штук прям складываем. Это на одного солдата? Да, на одного солдата, не забудьте, это в дорогу, когда он там передвигается, самолет, ну, дорога именно, вот, как бы, вот, ботуровцы, вот, именно с ботуром мы вот так. И всегда вот примерно только такое печенье, да? То Да, есть вот... только такое печенье. Но у нас еще есть как галеты, это вот, кстати, выдают, когда тоже военным, галеты еще есть. Тоже, да, ну, как бы ложим. Ну, Мария, она, знаете как, все, что детское, оно вкусное. А потом, как бы, ну, то, что мы занимаемся сладкой слободой в городе Якутске, да, это печенье именно, ну, хорошего качества. Только вот как бы здесь получается. Был выбор сразу такой, что мы, Мария, то, что кушают дети, кушаем мы обязательно, ну, как бы Да. ребята же тоже хотят. По 10? 20 должны. 20. И 10 пакетиков, только это уже другой, просто пакетик завязываем. Вот это вот сейчас завязываете. Нет, ну это вы, пожалуйста. А так, она должна вперемешку быть или вы как-то? Вот. Все же, вы говорите, надо экономить место, правильно? Да, экономить место. Вот смотрите, все, вот 20. Теперь берем пакетик и сюда ложите 10, и потом так, ну там как бы, видите, ребятам в рюкзаки укладывают. По сути, вот. Потом также чай и снова. И вот так снова вот так. укладываем. И как часто вы собираете вот такого рода посылки? Именно чай с Вот печеньем? именно такие мы собираем каждые 2 месяца. Каждые 2 месяца? В идет каком количестве? Ну, вообще партия ребят идет от 30 до 50 человек. Это ботуры, это вот добровольцы именно ребята. Ну, вот кто-то приносит конфеты, все, но это уже мы туда ребятам на ботур везем, и они уже там в рюкзаки укладывают. Самое главное, что мы вот конкретно так уложили, в коробочки положили, все, у ребят это есть. Вот так вот. То есть это чисто от вашей компании? Да, это чисто от нашей А компании. ботуры уже добавляют туда и шоколад, и Да, тушенки там мы видели, да? Сгущенку уже укладывают. И получается, там раскладывают, вот получается, на каждого человека считают, ложат, ну, как бы как все ну, волонтерские движения. Как в ковид было. В ковид точно так же было. В ковид мы тоже участвовали, вся моя компания участвовала. Мы социальной столовой, как бы, ну, с Ириной Борисовной, вот тоже как бы ей помогаем, ну и помогали. С ней мы вообще сотрудничаем 8 лет. То есть, когда какие-то праздники есть, обязательно. Да. Испытано на себе. Итак, волонтеры из боевых шелкопрядов уже дали мне небольшое задание. Это вывернуть все мешочки вот такие уже пошитые, да. Это чехлы, в которые позже будут упакованы маскировочные сети. Ну, задача несложная. Было бы главное желание, да и время.
Сегодня волонтеры нуждаются, так сказать, в рабочей силе, да. Конечно, желающие приходят, поработают, но не все могут работать на постоянной основе, а работать необходимо каждый день, потому что маскировочные сети плетутся, конечно, очень долго, это кропотливая работа, ну и, конечно, хотелось бы, чтобы в этих отрядах становилось все больше и больше добровольцев, потому что это благое дело, и, как говорят сами шелкопряды, самое главное, есть потребность в этих маскировочных сетях, и ребята прям делают запросы на них, потому что сегодня на передовой это очень необходимая вещь. Вот так выглядит готовая маскировочная сетка размером 1,5 метра на 2 метра. Собственно, в готовый мешок укладывают сетку. Укладывают сетку. Она не занимает много места. В принципе, по весу не тяжелая. Обязательно в этот мешочек кладут что-то дополнительное. Ну, в нашем случае это сахар. В нашем случае это оберег. Зубная паста. И вот такое письмо солдату. Обратите внимание, кто-то из детей написал «Привет, солдат», причем с грамматическими ошибками, да, и немного неправильно. И вот здесь, это видно, кто-то писал из Улуса, да, вот мы видим село Хамагата. Письмо солдату обязательно также положим сюда в мешочек. Вот из села Намца письмо. А также тоже это село Намцы. И вот сюда складываем все. И упаковываем. Вот так. И кому-то из солдатов обязательно уже совсем скоро вот такая небольшая посылка отправится уже на передовую. Испытано на себе. Отряд волонтеров «Боевые шелкопряды» работают в нашей столице с февраля 2023 года. Конечно, работники, волонтеры, они меняются ежедневно, то есть работает сначала одна группа, потом другие, но, собственно, есть такой некий костяк людей, которые работают ежедневно, да. И вот, например, Роза работает, здесь у нас Роза, третью неделю подряд и занимается в основном нарезкой ткани, да? Нарезкой ткани, гирлянды, ну, когда что я плетку иногда делаю. Угу. Если говорить про нарезку, да, вот какую ткань мы используем и по каким-то шаблонам вы работаете? Или... Ткань это, ну, синтетическая, и, ну, чтобы ХБ-ткань, она промокает, становится тяжелой, ну, как бы, а это еще, она протестированная, что тепловизоры вроде бы как ее не очень хорошо видит, ну, сквозь нее. Специализированная. Сколько расцветок? Расцветок у нас несколько, поэтому по сезону. Сначала как бы бывает слишком яркая, сейчас вот, ну, как бы такая, особо такая средняя, еще есть у нас темная. Ну, пока сказали ее отложить, пока до времени, потому что... То есть сезонность тоже учитывается, да? Да, конечно, вид травы, деревья, ну, как бы все, под всю зеленое, все как бы там. Вы нарезаете в первую очередь ленты, да? Сначала, да, мы нарезаем, вот сначала на куски метровые, потом вот линуем вот эти полосы ленты, разрезаем, а потом, ну, вот готовим вот на столе, вот видите. Все потом по трафарету все разрезается и готовится. И уже дальше все идет по этапу. Ага. Роза, а сколько примерно человек в день участвует вот в таком процессе? В смысле нарезки? Да, нет, вообще вот Ну, в когда изготовлении как, сетки. когда приходит трое, когда пятеро, когда, ну, когда как, когда сколько бывает. Ну, выходные, когда меньше, когда больше, ну, вот, как бы, все зависит от обстоятельств, у кого какие. А в свою очередь вы как услышали про
отряд военной шелкопряды и решили Я принять участие? увидела в WhatsApp, в сторис у своей коллеги по велосипедному спорту. И позвонила сразу, там был номер руководителя, я написала ей, она сказала, что подходите Приходите. сюда. Да, спросила, что нужно взять с собой, сказала, только воду, остальное у нас все есть. Можно желательно ножницы. Все, вот я пришла и вот так вот и езжу. И уже на постоянной основе, то есть 3 месяца? Или все-таки в свободное время? Ну, в свободное время, как бы, ну вот просто вчера и сегодня я не планировала прийти, но просто надо вот второй цвет делать, ну, чтобы был для плетения То есть хватало. попросили, и вы пришли? Не просили, но очень надо, поэтому вот решила все-таки приехать. То есть нужно ваша история сделать. не связана с тем, что кто-то из ваших близких Нет. попал на СВО, и вы таким образом решили Нет, принять у меня участие, никого там помочь? нет, ну просто надо помочь. Мне мама всегда говорила, надо помогать людям. Тем более в теперешние времена, как бы это очень актуально. Ну, а вот, допустим, если все-таки говорить о каком-то моменте душевном, да, вот выполняя подобные работы, да, ну вот придете, порежете, вы всегда задумываетесь о том, что вы делаете доброе дело, или вы делаете такие Нет, делаете? доброе дело, как бы это ну, делаешь, но все равно мысли-то как бы и новости, и то, и все, и тут вот девочки вчера были тоже ну, общаются там, у них там есть ну, свои люди. Ну, в общем, конечно, это все переживательно там очень, поэтому волнительно, очень жалко всех ребят. Вот вчера боец приходил, заказал сеть на БМП, вот он поехал в отпуск, он говорит, вам, говорит, я могу показать документы. Мы говорим, о, нет, не надо, мы все верим, записали его фамилию, ну, данные, ну, чтобы обратная связь. На обратном пути он должен уже ее готовую забрать, поэтому... Даже вот так, то есть вас Да, находят уже да, ребята и приходят сами сюда, приходят и говорят, надо, да? Приходят, заказывают, приходят, забирают и уезжают сразу. Поэтому вот так вот у нас все. Но здесь у вас четкое разделение труда, да, или вы все-таки универсальные работники? Универсальные. То есть кто-то разрезает, то есть тот же человек может потом и Да, плести, да, собственно. да. Вас здесь обучают всему. Да, кто новый приходит, мы всем все рассказываем, показываем. То есть не надо быть портным, не надо быть Нет. швеей, не надо иметь образование, нужно просто прийти, а здесь Да. все покажут и расскажут. Да, конечно. Желание, время, ну и... А в среднем сколько маскировочных сетей в день вы делаете? Ну, Ну, один человек сколько может сделать? Ну, это, ну, может быть, одну, потому что это очень процесс длительный. Потому что одна оплетка занимает 2,5 часа. Это натянуть сеть, продвинуть веревочки, это все закрепить, все расположить на рамке. И потом вот эта оплетка, потом вот это уже все. Ну, как бы времени все равно надо много. А вы вообще, вот вы сказали, что вы занимаетесь велоспортом, да, такой Да. спортивный человек, да, Сегодня вечно в движении. была да? в бассейне сегодня вот у меня. Да, то есть вы в бассейн ходите, велоспортом занимаетесь, успеваете еще и вот заниматься волонтерством, да? Да, еще работаю. Как бы Еще и работаете. посменная работа, поэтому когда я вот могу, то я могу прийти сюда. Вот так. А порой вам не задают вопросы, для чего тебе это все надо? Вот близкие. А когда меня вы говорите- меня никто не спрашивает. Никто не спрашивает, да? Нет, мне просто говорят, да, мы вот в Питере, говорят, это хорошо. Я говорю, да, я знаю, мне самой прям, я знаю, что мне это надо. То есть никто не осуждает, не воспринимают? Нет, Это всё если хорошо. будет кто-то говорить, я найду, что сказать, ответить. То есть все равно добрые дела делаются от души, да? И никого не слушаешь? Конечно. Еще спрашивают, говорят, ну, типа, а сколько платят? Я говорю, Да-да-да. волонтерам, говорю, никогда никто не платит, поэтому делаем все сами, ходим сами, нас никто не пинает, мы сами. Но у нас же есть еще, допустим, отдельные группы, да, допустим, которые занимаются пошивом одежды, да? Да. А вы вот почему-то пришли сюда. То есть то, что первое увидели, или то, что... Нет, просто у меня прошлая профессия была портным, профессиональным, хорошего качества класса. Поэтому я за 30 лет нашилась очень много, и я вот хочу, вот, потому что вот когда могу, я приду, а там, как бы, я полагаю, надо сидеть постоянно за машиной, и мне устраивает такая более разнообразная. Тут, там, здесь, где угодно. могу Ну, а работать. вообще, если говорить про отношения между вот, ребятами, кто работает сегодня ну, вот в таких волонтерских движениях,
вы как-то дружите или каждый занимается своим делом и все время текучка вот такая? пришел, и вот стоять, вот как бы некогда, вот водички попил и дальше. Потому что время. Надо использовать по максимуму. То есть вам здесь не до болтовни, вам здесь Нет, не до нам бесед? тут ни телевизор, ничего не надо, вот каждый свою работу делает. Все нормально. Да, и, кстати, если вы обратили внимание, то... Помогите, пожалуйста. Да, давайте. Если вы обратили внимание, то шелкопряды работают на базе детского сада, да, то есть помещение, так сказать, совсем старенькое, да, но пространство позволяет, и для этой работы необходимо лишь, вот, грубо говоря, комната, свет, да, Да. ткань, стол, ножницы, определенные трафареты, ну и самое главное, конечно, золотые руки, ну и огромное желание. Ой, там мелко, это, видно, да? Найдем, Слабенько нарисовала. чтобы примерно Ага. определить. А давайте Вот я он, так... вот он нашел. Нашли? Ага. Все. Все. Отлично. Так, все, вашу Ага. часть отписали. А ленты вы режете по разным размерам или все-таки Нет, какая-то... ленту мы как бы 7 сантиметров ширина у нас идет. И вот в этом, на ширине этой ткани получается 21 лента и еще плюс 2 полоски на оплетку идет. Мгм. То есть на оплетку, вот на обрамление этой сетки, если быть точнее, да, то уходят остатки, кусочки, которые, да? Да. А ленты должны быть все-таки определенного Да. размера. Метр длина и ширина 7 сантиметров. 7 сантиметров. Ну, я думаю, в принципе, с такой работой-то могут справиться даже и Абсолютно, дети. абсолютно. Вот не надо быть гением, да, не Просто надо... нужно внимание, чтобы правильно все делать. Не сбиться. А бывают, наверное, что люди приходят и делают неправильно, да? Ну вот бывают моменты. Потом переделать приходится. Да, это еще хуже, еще дольше. Это распутать, снова по новой делать, вот как бы. Ну, что делать, бывают ошибки. Все мы люди. Ну, стараемся, конечно. Мы-то уже как бы, Руку набили. ну, набили, уже? не набили, как бы. Профессионально все делаешь уже на автомате. Испытано на себе. После того, как материал был нарезан, начинается следующий этап. Это этап уже плетения, Нарезание сетки. нарезания сетки. И в этом нам поможет опытный человек, который работает уже сколько? Здесь специальный человек у нас, потому что Специальный не каждый это умеет. Я, например, не умею это делать, потому что у нас есть мужчина, который занимается этим, Сергей. Он нарезается, у него с помощницей, потому что это очень сложная работа. Нарезать сеть. Нарезать сеть, натянуть ее на специальную раму, это требует навыков определенных. То есть у вас этим занимается некий Сергей? Да. Ага. Да, у нас Ваша занимается. работа в чем заключается? Наша работа заключается в оплетке. Вот для чего оплетка, чтобы вот эти не бегали. Понимаете, если мы гирлянду натянем, и сетка будет бегать, это будет очень нехорошо, и то есть не будет качественная сетка. Поэтому мы занимаемся вот такой оплеткой. Мы вот эти все завязываем, вот эти хвостики все, вот нужно ее оплести туго, чтобы вот она никуда не двигалась, сетка. Видите? Все, она не будет А так-то, видите, она вот туда расползлась, туда расползлась. Да, мы видим, вот она здесь вылезла, там вылезла. Поэтому для этого нужна оплетка. Без оплетки сеть не начинается Так, плестись. ну показывайте, как вы это делаете. Значит, мы вот так вот берем, специально у нас есть такая ткань, нарезается не гирлянда, а называется оплетка. Вот эту оплетку мы привязываем сюда, вот так вот, да, тоже технология такая есть специальная. Вот, привязали и начинаем плести. И плетем туго, чтобы вот эти вот все вот эти хвостики были завязаны. Если они не будут завязаны, то сетка будет, что я сказала, будет болтаться, да. Какая ювелирная Ювелирная работа. работа, и очень она по себе. И вы так в течение, Время в течение 2 дня. часа, 2 часа, 3 часа уходит на плетение, потому что надо все делать очень туго, очень вот эти хвостики, они, видите, бегают, и их надо завязывать. В общем, вот очень такая работа. К вечеру пальцы болят? Нет, вот к Мозоли вечеру, появляются? когда ножницами режем, гирлянды, конечно, болят. Но когда тут делаешь работу, знаешь, для чего, не чувствуешь ни усталости, ни боли, ничего. Потому что мы знаем, что для чего мы это делаем.
А Мы вы это лично делаем. как попали в отряд волонтеров? Я в отряд волонтеров попала в середине апреля, потому что до апреля я занималась развозом своих внучатых в детские сады. Вот. А потом, когда родители повыезжали, тепло стало, бабушку освободили, и я узнала в группе «Сканди». Ой, у нас есть группа «Сканди Ходаков», вы знаете, «Стимул», да? да-да-да. И там было объявление, что вот так и так-то требуется помощь по плетению маскировочных сетей. И вот, значит, я сюда пришла. И с апреля, середины апреля периодически тут бываю. Ну, в неделю по 3, 4, 5 раз, иной раз каждый день подряд. То есть вот видите еще один пример того, да, что человек может совмещать все. То есть и семью, да, вот у нас пример активной бабушки, и спорт, то есть вот занимается скандинавской ходьбой, но еще и волонтерству время находят, да? Да, потому Ведь что это дело-то не из необходимо. легких, это необходимо. Это необходимо для наших ребяток, которые приходят сюда, спрашивают, когда будут готовы сети, нуждаются в этом. Это же все для победы, для обороны, для чтобы ребятки наши были защищены хорошо. Поэтому вот мы и стараемся это делать. Так, Но ведь так вот тоже, да? оплетаем. Есть же и домашние хлопоты, есть и заботы Ну, какие-то. я пенсионерка, поэтому супруг мой инвалид войны был участник, его сейчас нету в живых со мной, поэтому временем располагаю, вот. Ну, иногда нет. Вот в воскресенье с внучатами, День защиты детей был, обещала туда-сюда, вот так все. Поэтому, когда есть возможность, то обязательно здесь. Что вы скажете о команде ребят, которые вот с вами вместе работают, да, эти девушки, женщины? Девушки, женщины, пенсионерки очень ответственные, степени, да, очень ответственные, да. Когда есть время, даже работающие приходят после работы, представляете, отработали до 6 часов, и потом сюда прийти, это же очень, не каждому-то, они приходят, все ради победы, все ради наших ребяток, чтобы им было хорошо. Поэтому до 10 работают. Вот Роза у нас ездит на велосипеде с Марки, ездит у нас в Тулугин, сжатая. Поэтому вот несмотря на что, но руки нам требуются, Отважные женщины, можно Да, так сказать, да, да? да. Сильные не только духом, да, но и силой воли, да, и какое-то вот правильно стремление, говорите. да, у вас такое. Стремление, А мужчины помощи. приходят к вам, помимо Сергея, который раму делает? Сергей, это у нас выручка, и рамы, и все это. Нет, мужчин у нас не было. В основном женщины. Ну, Да, это, в основном принципе, женщины. такая работа, она, наверное, присуща женским рукам, да? Да, женским рукам. Конечно, мужчины тоже могли бы, но у нас нету их. Они в основном, видимо, там, где вот шьют костюмы, они там участвуют. Так что вот так вот. А потом, значит, вот когда мы так оплетку сделали, Оплетку нарезанные другие, значит, кто-то нарезает гирлянды, у нас все могут все. Кто-то оплетки делать, кто-то гирлянды резать, кто-то ткань. Я, допустим, и на нарезке была, и на гирляндах, и на лентах. Теперь вот, значит, оплетку делаю, и потом сюда начнем натягивать вот эти гирлянды. Видите, их сколько? А гирлянды натягиваются так, чтобы было приблизительно к местности, где наши ребятки там, это блиндаж, допустим, над блиндажом закрывают или еще что-то на боевую технику. Вот, поэтому вот такая у нас работа. И когда гирлянды уже сюда вот на каждую эту натянем, оплетем, снимаем ее, складываем, и вот мешочки. Как вы видите, вот эти мешочки. Да. Но работа трудоемкая. На вот эту вот гирлянду, на одну сеть, уйдет где-то часа 6. Есть, которые быстро делают, но это те, которые уже с февраля месяца, которые ходят. А менее, то, ну и у кого руки еще, знаете, вот есть, А кто вот пошьем мы занимался. сегодня, снимаем этот проект и посвящаем его волонтерскому движению, да? Для чего человеку необходимо хотя бы раз, как вы думаете, вот просто прийти и попробовать? Какие-то ощущения приобретаешь? Или мировоззрение меняется? Или что? Вот с какими идеями должен человек вообще приходить в подобные движения? Все ради победы. Ради победы. И отдаешь сюда свою душу, свое тепло, вот рук своих вкладываешь, представляешь, что как кто-то там из солдат на себя накроет, да, и почувствует нашу заботу. Знаете, как это приятно? Поэтому все для победы, все для наших ребят, для наших солдат, которые вот там на спецоперации. Им это необходимо. Если бы мы не чувствовали вот эту необходимость, они нам сообщают, что ваши сети нам
подходят. Иной раз приходит и говорит, чем больше дадите, не обязательно ему одному, а рядом с ним он едет, приехал в отпуск, он, значит, берет для своего, да, для своего однополчанина. Или То как есть так среди называют. волонтеров случайных людей не бывает? Нет. Каждый, кто приходит сюда, уже сразу понимает, да, что зачем он понимает, сюда что идет. да. Надо именно все вот помогать для наших, отдавать свое тепло, свою душу, потому что все мы делаем за счет своих средств. Нам не... Ну, оказывается, вот, допустим, благотворительный концерт был, да, в ДК Кулаковского, Голомарева, депутат, помогала. Вот. И деньги все собраны с этого концерта мы пустили вот на приобретение тканей. Представляете, это ткани нам никто же бесплатно не дает, мы приобретаем. Если что-то не хватает, мы с пенсии скидываемся, собираем. И никто не ропщет, никто ничего, потому что все... Не причитает. Не причитает, да, что вот я тут свои деньги вкладываю. Нет, такого у нас нет. У нас поэтому волонтеры все добровольно. Приходят сюда непринужденно, никого никто не заставляет. Приходите сегодня, завтра. Поэтому, конечно, вот я тут с вами немножко затягиваю туго, стараюсь. Затягиваете. Главное туго. Главное туго, чтобы она не расплелась. Вот видите, тут пропустила. Ну, потом сюда можно завязать эту. Сюда у нас паучок мы завяжем. Так, за разговорами отвлекаете. Так, ну что, не будем больше отвлекать, потому что все-таки здесь нужно внимательно за всем внимательно следить. смотреть, Иначе да. пропустишь ленточку, и все распустится. Вот, Поэтому хвостик пропустишь. Видите, вот хвостик. Всё. Вот, это очень надо его привязать, так лента, оплеточкой, чтобы оно крепко держалось. Испытано на себе. после того, как завершился процесс оплетки, то есть появляется такое обрамление на сетке, мы переходим к следующему этапу. Это уже непосредственно само плетение, правильно? И здесь у нас работает уже другой человек. И немножечко узнаем поподробнее о том, в чем суть вашей работы. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, подождите, поправлю немножко. Рассказывайте, чем вы занимаетесь. Вот у меня две. Вот эта лента цельная была, да, а вот это уже называется гирлянда на вашем языке, да? То есть вы ее подрезали по шаблону, по диагонали, да? И потом вплетаете. Расскажите немножко про этот процесс. Говорят, что здесь можно совершить ошибки. Как это? Так, плетем по косой линии и в шахматном порядке. Вот если здесь под сеткой, здесь следующая лента начинается уже на сетке. И вот это должно соблюдаться. То есть еще и цвет меняется. И цвет меняется, да. Ну, и здесь и так всё в нужно шахматном. быть не просто внимательным, да, а нужно, собственно, постоянно быть в каком-то напряжении, так сказать, потому что следить за всем надо, да? Да. Вот, и вы тоже здесь? Нет, я недавно, Недавно? я всего неделю, да, как ушла в неделю. отпуск. Пришла. И решили отпуск провести, так сказать, Ну с пользой, да? Да. А клич где узнали, услышали об этом? В группе тоже девочки выложили объявление. А сами не имеете никакого такого, допустим, прошлого, там, швея, мотористка, нет? Я вообще далека от этой сферы. А вот так не устаете? Это же ведь целый день стоять на ногах. Да, причем получается статично. Мы не двигаемся. Только ручки. Да, стоим или в конце тут присядем. Устает спина. Ну, я вижу, что сегодня вы еще занимались и переделкой, да? Кто-то вечером наплел, узоры навел. Столько много пиксельной темной ткани вплел, что пришлось ее где-то выплетать, где-то ее закрывать, что-то сверху наплетать. Но, с другой стороны, ваш процесс же никто не контролирует. То есть у вас нет контроля качества какого-то. Вот пришел человек, сказал, это неправильно переплетание. Нет, у нас ветераны приходят, то есть, да? бдят за качеством и делают замечания, если неправильно. Да, вы что, то есть все серьезно? Все серьезно. Да, и получается, на краях вы все это дело завязываете на узелочек, да? Да, кромку мы не трогаем, мы только на сетке привязываем. А потом в конце отдельно называются жучки, вот на оплетку. Паучки. Паучки, жучки.
А вы почему вдруг решили прийти и помогать? Вот вопрос простой человеку. Ну, жил и жил, не тужил. И почему вдруг вот решили пойти, ушла в отпуск? Ну, лежи на диване да отдыхай. Занимайся, вон, наверное, дачей, грядками сейчас сезон, да? Человек по натуре альтруист. Ну и потом наше это советское воспитание, что человек должен всегда в трудную минуту быть со своей страной, помогать. Так, вы очень так Да, трепетно, да, молодцы, да. относитесь к своему воспитанию, да, и к тому, что вас заложили, да, еще тогда. Ну да, это не избавиться. Ну, всегда мимо не пройдешь какой несправедливости или что-то где-то исправить, помочь всегда. А как вы считаете, молодежь сейчас также воспитывается, вот как ваше поколение, Нет, или совершенно нет, все по-другому? нет, То есть чувство патриотизма уже другое? Нет, да, у молодежи сейчас в первую очередь это материальные блага и какой-то интерес. Вот было бы что-нибудь тут типа компьютерной игры, это было бы интересно, они бы тогда с удовольствием пошли. А так это получается вроде скучно. Особо Ничего интересного. развлекательного здесь нет? Ничего развлекательного, и тем более не поощряется, не оплачивается. Нет интереса. Ну а вот, допустим, сплели одну сеть, да, вечером приходите, да, нет такого ощущения, что ну зачем я день потратил на это? Или Нет, ощущение, нет. что я Да, прожил с день не чувством, зря, да? Да, выполнено долго. Испытано на себе. Ольга Витальевна работает не первый день, да, с волонтерами из отряда «Шелкопряды». Да. Вот расскажите, почему решили и здесь принять участие? Неужели не хватает своей работы? Ну, смотрите, как бы, сборы делаем. Так получилось, что с шелкопрядами я познакомилась на части СВО. Марина пришла, принесла сеть и начала показывать ткань. Ну, так как опыт у меня военный, я уже, например, знаю, какой цвет в какой сезон. Потом первое образование у меня портной легкого женского, и я знаю, какая ткань, да? Звезды сошлись, Да, да, и мы с Мариной стали общаться, и я поняла, что нужны руки женские, руки, которые с любовью, да, а я в округах нахожусь, но, может быть, правда, вот женщины, которые ждут, они будут здесь разговаривать, и, ну, это какой-то выход, да, разгрузки. И мы с Мариной поговорили, она скинула, ну, так образно, и говорит: Оль, я не знаю, как написать, я говорю: вы, короче, мне напишите, а я... Вот, все накидали, все правильно, я раскидала по группам. И, ну, Марина говорит, приходят, да. Конечно, выдерживают только самые сильные, потому что, ну, видите, да, стоят на ногах. Это нужно все-таки все делать правильно, не тяп-ляп. Вот, например, говорю, почему бы подростков не привести, они бы тоже поделали, но тоже будет переделка. Это должна быть ответственность. Вот, и я решила, что вот именно шелкопряды – это мои, кому я могу помочь еще немножко по-другому. Потому что помимо, что сборы делаем, я обязательно нашим женщинам приношу, как всегда, как чайная фея, шанюшки-ватрушки, печенюшки, да, чтобы они тоже попили чай. Потому что снова, как я и говорила, чаепитие – это семья. А семья не только муж и жена, бабушка, дедушка, дядя, тетя. Это вообще семья. Ну, мы видим сегодня у вас уже другая одежда, да? Это какая-то особая для вас форма? Это форма волонтеров Ботор. То есть, вот видите, нашивка, Черкашин моему сыну тоже подарил. То есть, я ребятам, боторовцам говорю, если увидите в полях мальчика, то с Ботор, то это вот как бы мой сын, да. Значит, что мы сделали? Это придумал Николай Мартынов с Ботора, да. То есть, он пришел и рассказывает. Белая, это вот просто нашивка. Вообще это можно просто завязать белой тканью и сюда прилепить Ботор, к примеру. Вот эта белая ткань, белый логотип, и каждый волонтер может уже свое, это отличие. Вот волонтер Якутии. В этот раз, когда вот я ездила в Ростов, потому что хотела своими глазами посмотреть, нашла еще людей, кто может помогать нам, когда мы будем отправлять сюда груз. Я ехала именно в этой куртке, чтобы меня видели, что я волонтер Якутии. То есть это уже некий такой
можно сказать, ну, познавательный знак, Да, да, познавательный да, знак, да. можно даже сказать, бренд, можно сказать, республики, это вот какая-то гордость, Да, правильно? да, То есть вы конечно. хотите, чтобы все видели, что волонтер Якутии – это вот человек, и вы с гордостью, не пряча, да, вот Да, эту надпись, да, вы конечно. ходите и говорите, мы есть, Да, и мы есть. работаем. Да, да. И сын, когда увидел фотографию, он такой, я тоже хочу такой костюм. Я говорю, надо подбирать, ну, еще штаны. Почему? Во-первых, мы отличаемся, мы не военные, мы волонтеры. Мы не санитары, там, не медики, мы именно волонтеры, и поэтому мы выбрали именно этот цвет. Даже нашивку мне ребята подарили с моей фамилией. Вот, и вот так. И вот мы ветеранов на 9 мая ходили поздравлять в своих костюмах, и они уже видели. Вроде бы, как бы сказать, мелочь, да, но для вас, для волонтера нашей республики это все равно вот практически как, наверное, ну, парадная форма у ребят, да? Конечно, потом Якутия, ну, это наша родина, очень много ребят там задействовано, Айсен Сергеевич помогает, очень много женщин. Сейчас Якутск и вообще вся республика задействована, потому что в Улусах тоже плетут сети, мы тоже это знаем. Ну и вот снова, да, когда мужья и сыновья приходят в отпуск, сразу клич такой, где сети взять? Причем так говорят, купить. Я говорю, не надо покупать, вам дадут бесплатно. Ну, просто нашим женщинам принесите вкусняшку, ту же шоколадку, как бы, потому что это труд. И Ольга Витальевна, но если сейчас, просмотрев эту программу, кто-то из наших зрителей захочет вступить в ряды, ну, допустим, ряды военных шелкопрядов, либо напрямую связаться с вами и помогать в координационных моментах, может оказать спонсорскую помощь, куда, как можно обратиться? ну, есть мой контакт. Вот, по спонсорской, сама лично я не собираю денег, но есть фонды, которые собирают, идет отчет. То есть можно дать, ну, мой телефон, и я скоординирую, пообщаемся. А если, допустим, все-таки какая-то мамочка нуждается в психологической помощи, мы сегодня с вами об этом говорили, да, либо супруга, допустим, тоже хочет просто с вами пообщаться, вы открыты к общению? Обязательно, конечно. Вы же уже обратили внимание, что я могу поговорить. Конечно, я буду очень рада, если ко мне будет кто-то обратиться, да, и те же даже 5 секунд общения, ну, будем говорить, 5 секунд, да, для меня это тоже будет радость. Конечно, я открыта. Спасибо большое, Ольга Витальевна, что познакомили нас вообще с волонтерским движением в нашей республике. И глядя на вас, ну, действительно захотелось помогать, захотелось вступить в ваши ряды, так Милости сказать. просим. Да? И, конечно, дорогие друзья, мы напоминаем вам о том, что волонтеры Якутии есть в республике, они работают, ну а самое главное, их работа приносит свои плоды. И если вы желаете хотя бы просто, возможно, единожды помочь, приходите, помогайте. Военные шелкопряды плетут каждый день, и, конечно, они будут рады, если вдруг кто-то из вас откликнется и поможет. Конечно, конечно, мы будем очень рады, потому что ручки всегда нужны. Чем больше ручек женственных, женских, тем у наших ребят будет больше сетей. Значит, наши ребята будут защищены. Испытано на себе. Обратите внимание на то, как работают боевые шелкопряды. Но помимо того, что это кропотливая работа, о которой мы уже говорили, это действительно тяжелый физический труд. Я нахожусь здесь порядка, около часа, да, наверное, и у меня уже отекли ноги, да, болит спина. И присесть-то здесь даже как-то негоже, потому что вот они, как пчелки, трудятся, бегают вокруг столов. Кто-то, наоборот, вот очень скрупулезно, да, работает с сеткой. Посмотрите, и у них у всех прекрасная осанка, хорошие фигуры, да. То есть, может быть, даже вот эта вот сама любовь к этому делу вот совершенно не затрудняет их делать действительно тяжелую физическую работу. Посмотрите, с улыбкой на лице стоят и плетут, и думают о чем-то своем. Здесь нет никакой болтовни, здесь нет никакого хаоса, и уж тем более ссор и ругани. Здесь все занимаются своим делом совершенно спокойно, тихо, с каким-то умиротворением. И я думаю, это стоит дорогого. Поэтому, если вдруг вы хотите вступить в ряды наших шелкопрядов, пожалуйста, милости просим, и, возможно, и вы найдете себя в этом прекрасном, благом деле.
Испытано на себе.